Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Лина Знатулина. И вот о чем сегодня в выпуске. Межправительственный диалог. Традиционно является нашим партнером, стратегическим партнером. Что Михаил Мишустин обсуждал в Казани, узнал Дмитрий Аринин. Теплые встречи на пути к расширению экономического сотрудничества. О чем шла речь сегодня на встречах Рустама Минниханова с премьер-министрами Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, расскажет Салават Мухаммадулян. Человек закона и справедливости. Сейчас это когда утром очень хочется бежать на работу. Сегодня свой 80-летний юбилей отмечает экс-председатель Верховного суда Республики Геннадий Баранов. Кто сегодня приехал сказать ему спасибо, увидел Рамиль Галиулян. Великая тема «Великие факты». Мы должны как можно больше знать информацию о том, что происходило раньше, как сражались наши дедушки. Как в Татарстане прошел всероссийский диктант Победы, расскажет Рамиль Шайдулин. Сегодня в Казани продолжаются мероприятия в рамках Евразийского межправительственного совета. Его еще называют Советом Пятерки. В состав входят Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения. Заседание состоится в пятницу в Казанской ратуше. Главное в повестке – актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Особое внимание уделят развитию внутреннего рынка, таможенно-тарифному регулированию, а также сотрудничеству в области космических исследований. Накануне в столицу прилетели премьер-министры России, Казахстана, Киргизии и Беларуси. Вчера они уже успели провести ряд встреч, на которых обсудили вопросы сотрудничества. А сегодня в Казани приземлился правительственный борт из Армении. Исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна в аэропорту встретил Алексей Песошин. Таким образом, в Казань прибыли представители всех стран, членов Евразийского экономического союза. Также сегодня прилетели Кахир Расулзада, премьер-министр Таджикистана, глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов. И несколько часов назад в Казанском аэропорту встретили премьер-министра Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Сегодня на полях форума российский премьер-министр Михаил Мишустин встретился с главами правительств Армении, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Тема борьбы с коронавирусом и его последствиями стала основной. Детали встреч в нашем обзоре. На встрече Михаил Мишустин с премьер-министром Таджикистана Кахиром Расулзада обсуждали торгово-экономическое сотрудничество. В минувшем году на экономику стран негативно повлиял коронавирус. Товарооборот снизился на 15% и составил $800 миллионов. Республика Таджикистан традиционно является нашим партнером, стратегическим партнером, союзником в Центральной Азии. И наши отношения основаны были всегда на принципах дружбы, взаимного уважения и братства. Премьер-министр Таджикистана Кахир Расулзада обратился с просьбой поставить в его страну российскую вакцину от коронавируса. В марте в Таджикистане началась массовая вакцинация, и для нее пока используется препарат британско-индийского производства. Население Таджикистана больше доверяет именно российским вакцинам. В феврале этого года я направил вам официальное обращение с просьбой рассмотреть возможность выделения Таджикистану определенной партии российских вакцин. В этом году, в сентябре, 20-летие ШОС, и мы председательствуем на этом саммите, и нам бы хотелось, конечно, до этого большую часть населения провакцинировать. Первая партия российской вакцины от коронавируса уже поступила в Кыргызстан. На встрече с премьер-министром этой страны Улугбеком Мариповым Михаил Мишустин обсудил дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества. В этом году товарооборот между странами должен достичь $2 миллиардов. По итогам 2020 года товарооборот снизился не намного, но на 10% примерно. И вместе с тем торговля сельхозпродукцией в 2020 году увеличилась. Этот год в странах объявлен годом России в Кыргызстане и годом Кыргызстана в России. Михаил Мишустин получил приглашение посетить Бишкек осенью этого года. Также хотели бы выразить благодарность. Недавно мы получили спутник В, которую наш народ с нетерпением ждали получить эту вакцинацию. Вакцинация спутником Ви уже началась в Узбекистане. Премьер-министр этой страны Абдулла Арипов на встрече с Михаилом Мишустиным сообщил, что Узбекистан заинтересован в увеличении поставок российской вакцины, а также попросил рассмотреть возможность ее производства в республике. Сейчас мы имели контракт на поставку на
1 миллиона доз. Но мы хотели бы просить вас, чтобы увеличить его объем. Мы готовы этот контракт увеличить и были бы рады, если есть такая возможность, чтобы начать производство. Несмотря на коронавирусный год, товарооборот между странами вырос на 16%, достигнув 6 миллиардов долларов. Главы наших государств поставили амбициозную задачу увеличить взаимную торговлю до 10 миллиардов долларов. Мы ее решаем шаг за шагом. И здорово, что несмотря на пандемию, все равно идет положительная динамика. Коронавирус негативно повлиял на экономические отношения России и Армении. Как сообщили на встрече Михаила Мишустина и Никола Пашиняна, товарооборот снизился на 10%, составив чуть более 2 миллиардов долларов. Конечно, нас такая ситуация не устраивает. Предлагаю поручить нашей межправкомиссии, от нас Алексей Владимирович Аверчук, вам хорошо известный, подготовить новые инициативы для увеличения товарооборота, роста взаимных инвестиций с Арменией. Отметим, что это первый визит Никола Пашиняна в Татарстан. Все мы знаем, что это один из значимых и развитых регионов России. И я надеюсь, что и уверен, что во время наших переговоров и сегодняшней встречи, заседаний Межправительственного совета ЕС будут эффективные решения. Завтра главы правительств соберутся все вместе. В Казани пройдет расширенное заседание Евразийского межправительственного совета. Дмитрий Аринин, Марат Хусаинов, ТНВ, Казань. О сотрудничестве между Татарстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Киргизией сегодня шла речь на отдельных встречах Рустама Минниханова с премьер-министрами этих стран. Что республика готова экспортировать, узнал Салават Мухаммадуллин. Доброе утро и крепкое рукопожатие. С такого теплого приветствия началась встреча Рустама Минниханова и премьер-министра Киргизии Улугбека Марипова. Главная тема – укрепление сотрудничества. В прошлом году товарооборот между Татарстаном и Киргизией составил более 40 миллионов долларов. Рустам Минниханов отмечает, что возможности для роста есть. Наши контакты с кыргызскими коллегами расширились. Пандемия, конечно, немножко всех нас отбросила, но вот сейчас есть возможность в очном формате работать. Сейчас с Бишкеком в первую очередь работает КАМАЗ. При этом Татарстан готов сотрудничать и в нефтепереработке, нефтехимии, вертолетостроении, медицине, науке и в IT-сфере. Большим шагом к развитию отношений стала февральская встреча Рустама Минниханова с главой Киргизии Садыром Жапаровым в Москве. И сегодня в ходе беседы уже с премьер-министром Киргизии речь идет о возобновлении прямых перелетов между столицами республик. Улугбек Марипов отмечает и культурную, а значит духовную связь народов. Очень красиво. Сейчас мы посетили Кульшариф Кабаркалик, Муджида Харах Абданчон. Здесь история, действительно, как вы отметили, связывает большая история. Почетным гостем в Казанском Кремле сегодня стал и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Здесь речь также шла о сотрудничестве со странами ЕАЭС. Общий товарооборот с ее членами сейчас более 1,5 миллиардов долларов. И развитие этого направления в приоритете республики. О развитии торгово-экономических связей Рустам Минниханов сегодня говорил и с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. В пандемийный год экспорт и импорт между республиками достиг 156 миллионов долларов. Это падение на 20% по сравнению с 2019 годом. Развитие сотрудничества между нашими республиками направлено на укрепление отношений России и Узбекистана. Мы в последнее время активно взаимодействуем с узбекскими партнерами. Кроме экономических связей, Татарстан и Узбекистан делают ставку и на гуманитарное сотрудничество. Это контакты в области образования, науки, культуры, туризма и спорта. Вы уже определили время, июнь. Мы сейчас будем с правительством и правительственными органами Республики Татарстан работать над тем, чтобы ваш визит в Узбекистан наполнить хорошими конкретными результатами. О взаимных визитах и проектах сегодня речь шла и на встрече Рустама Минниханова с председателем правительства Таджикистана Кахиром Расулзада. Здесь стало известно о том, что скоро будет запущено авиасообщение между Казанью и Душанбе. Это поможет активизировать контакты между предприятиями республик. Товарооборот, как я уже сказал, небольшой, но у нас огромное желание работать
вашей стране, прежде всего компании КАМАЗ. Отдельно Рустам Минниханов поблагодарил руководство Таджикистана за поддержку татарской общины. Сегодня там проживают порядка 17 тысяч татар. Кахир Расулзада подчеркнул, что Душанбе высоко оценивает перспективы сотрудничества Таджикистана и Татарстана в ВПК, энергетике, легкой и тяжелой промышленности и в культурно-гуманитарной сфере. Прежде всего хотел бы отметить, что мы высоко оцениваем результаты вашего официального визита в Таджикистан в марте 2019 года в Душанбе. Визит предоставил хорошую возможность обсудить перспективы и взаимовыгодного сотрудничества Таджикистана и Татарстана. Таким насыщенным выдался день у Рустама Минниханова. Но это не все. Завтра встреча с гостями и участниками Евразийского межправительственного совета продолжится. Салават Мухаммадуллин, ТНВ, Казань. Его называют эпохой в судебной системе Татарстана. Сегодня юбилей у Геннадия Баранова. Экс-председателю Верховного суда республики исполнилось 80. И почти 30 из них он возглавлял высший судебный орган в непростой период истории страны и судьбоносный для республики. О человеке-легенде Рамиль Галиуллин. Счастье, когда утром очень хочется бежать на работу. Я считаю, что это уникальный человек. Иначе и не скажешь. Геннадий Баранов – фигура историческая. Должность председателя Верховного суда в правовом государстве – одна из самых важных. Занимал он ее 26 лет. Нормально? В праздничный день Геннадий Михайлович награжден орденом Дуслех. Свои 80 он встречает в хорошем расположении духа. Говорит, секрет долголетия – это работа в слаженном и дружном коллективе. Скучаю по общению, вот, чтобы прийти в трудовой коллектив. Как раньше спрашивали, что такое счастье? Счастье – это когда утром очень хочется бежать на работу, а вечером хочется бежать домой. Вот мне хочется бежать на работу ради того, чтобы вот общаться, находиться, решать какие-то дела. Свой трудовой стаж Геннадий Баранов начал в 1967 году. Еще до окончания юрфака КГУ его избрали народным судьей Кировского райсуда. Должность председателя Верховного суда он занял в 1985-м. Тогда Геннадий Михайлович сыграл колоссальную роль в переходе от советской к современной правовой системе. Знаем и высоко ценим вас, как блестящего, авторитетного профессионала, чуткого, отзывчивого человека и внимательного, мудрого собеседника. Общаться с вами всегда необыкновенно легко и приятно. Всю свою сознательную жизнь вы посвятили служению правосудию, проработав без малого 40 лет в Верховном суде Республики Татарстан, возглавляя его в течение 26 лет в самые судьбоносные годы. Ваша принципиальность, порядочность и твердое исследование духу закона всегда служили нравственным ориентиром для судейского сообщества нашей республики. А ваше стратегическое мышление и безусловный авторитет позволили успешно реализовать множество важнейших реформ, повысивших открытость судопроизводства и качество правосудия. Коллеги отмечают, Геннадий Баранов всегда был принципиальным и беспристрастным. Под его руководством судебная система прошла перестройку и лихие 90-е. Очень много уголовных дел было возбуждено, доведено до суда, и судом приняты соответствующие решения в отношении тех бандитских группировок, которые в 90-х годах функционировали. Этих людей ведь тоже нужно было рассматривать. Их называть можно много. Это и банда боксеров, 28-й квартал. Это вот как раз в его период организовывал, в том числе и рассмотрение таких сложных, больших, серьезных, можно даже сказать, опасных дел. Геннадий Баранов – заслуженный юрист Татарстана и России, награжден медалями за доблестный труд и орденом почета. Те, кто трудился с ним бок о бок, говорят – скромный, надежный и, главное, справедливый. С Геннадием Михайловичем мы проработали больше 20 лет, даже больше, 23 года с чем-то. Очень приятный человек в общении, очень интеллигентный человек, очень образованный человек, высокопрофессиональный юрист. Вы знаете, вот за все время работы я никогда не слышал, ни сам не слышал, ни от кого не слышал, чтобы Геннадий Михайлович на кого-то повысил голос.
Все годы работы он последовательно добивался главной цели – создания и укрепления независимой судебной власти. Его называют настоящей эпохой правосудия. С 2011 года Геннадий Баранов в почетной отставке. Коллеги Геннадия Баранова в шутку говорят, что он построил себе памятник еще при жизни. Вот он, это само здание Верховного суда. Первый кирпич в основании здания был заложен им в 2002-м. Строительство завершилось в 2009-м. Сегодня юбиляр принимает поздравления от своих коллег и мечтает встретить свой следующий юбилей в этих стенах. Импульс мне уже придало еще, может быть, еще на ближайшее десятилетие, чтобы встретиться через 10 лет. Уважаемый Геннадий Михайлович, от всей души желаю вам, прославленному ветерану судебной системы Татарстана, доброго здоровья и благополучия. Мир и добра вашему дому. Рамиль Галиуллин, Марат Зайдуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Новые подробности появились в деле о взрыве в доме на Батыршина. Напомним, ЧП произошло во время обыска одной из квартир, где хозяин, по данным следствия, изготавливал взрывчатку. Опасения правоохранителей подтвердились. Взрыв прогремел, когда изъятые порох и патроны стали выносить в подъезд. Сначала речь шла о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное хранение взрывчатых веществ». Однако сегодня в Советском районном суде Казани 49-летний Эрик Нуреев был заключен под арест. И ему предъявлено обвинение по статьям покушения на убийство 2 или более лиц, совершенное общеопасным способом, и посягательство на жизнь сотрудников полиции. Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил обвиняемого на 2 месяца в СИЗО. Свою вину мужчина не признает. Ну, раз я сделал салюты на Новый год, там на празднике, но уже лет 20 уже не делал. Вы признаете свою вину вообще в чем? В ходе проведения обыска в его жилище с целью воспрепятствования незаконных деятельности сотрудников полиции с целью причинения смерти совершил поджог взрывчатых веществ. Это посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также покушение на убийство более 2 лиц общеопасным способом. Могу сказать только то, что санкция обоих этих статей Уголовного кодекса Федерации предусматривает максимальное наказание до пожизненного лишения свободы. Фарид Мухаммедшин сегодня встретился с участниками республиканского семинара, руководителями филиалов Ассамблеи народов Татарстана. По его словам, Ассамблея выполняет роль ресурсного центра по межнациональной работе. Фарид Мухаммедшин отметил, в рамках Года родных языков и народного единства важно усилить работу по сохранению межнационального мира и согласия, изучению родных языков. Это тот фундамент, на котором держится вся наша работа, подчеркнул председатель Госсовета. Фарид Мухаммедшин также рассказал о важности участия в предстоящей переписи населения, по результатам которой в дальнейшем будет формироваться национальная политика страны. Именно муниципальным образованием вам, коллеги, принадлежит ведущая роль в деятельности по стабилизации и укреплению межэтнических отношений в Республике Татарстан. Сколько бы мы здесь не увещевали, не говорили, а конкретная работа с людьми непосредственно идет на местах. Хафиз Миргалимов и Артем Прокофьев избраны в состав Центрального комитета КПРФ. Такое решение приняли на Всероссийском съезде партии. О его итогах сегодня рассказали в Татарстанском рескоме КПРФ. На съезде в Москве коммунисты подвели итоги работы и избрали своего лидера. Им снова стал Геннадий Зюганов. Ближайшая задача партии – участие в выборах в Госдуму. На них татарстанские коммунисты собираются выдвинуть отдельный региональный список. Напомним, на прошлых выборах республиканские коммунисты были объединены со своими соратниками из Ульяновской области. Окончательное решение по формату и кандидатам будет принято в июне. Те ожидания, которые были в социальных сетях, предсъездовские, они были фейковые. Наш съезд показал свою жизнеспособность нашей партии и авторитет нашего руководителя нашей партии Геннадия Андреевича Зюганова. Первый этап нашего съезда завершился. Второй этап состоится в первой половине июня. Сегодня депутат Госдумы Ильдар Гильмуддинов в рамках проекта «Мой депутат» провел онлайн-прием граждан. В общественной приемной «Единой России» он созвонился с жителями республики, которые ранее оставили ему вопросы. Обращения касались подключения к водоснабжению и предоставления компенсации на оплату услуг ЖКХ сельским учителям. Ильдар Гильмуддинов уточнил у татарстанцев детали обращений и рассказал о возможных путях решения.
У наших граждан вопросы разноплановые, и депутат должен быть готов ответить на эти вопросы. Они не могут быть маленькими, большими, проблемными, непроблемными. Состоялось очередное общее собрание участников ООО «Банк Аверс», на котором были подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности банка «Аверс» за 2020 год. По итогам 2020 года банк получил 2 миллиарда 100 миллионов рублей чистой прибыли. Доля банка «Аверс» по данным портала banki.ru составила 26% от общей прибыли кредитных организаций Татарстана. Активы банка за прошлый год увеличились на 12,5% и на 1 января 2021 года составили 121 миллиард 400 миллионов рублей. Собственный капитал достиг 24 миллиарда 700 миллионов рублей, увеличившись за год на 702 миллиона рублей. По данным banki.ru на 1 января 2021 года банк «Аверс» входит в 50 крупных банков России по размеру собственного капитала и чистой прибыли и занимает 44 и 48 места соответственно, а также 59 место по размеру активов среди российских банков и 2 место по этим же показателям в Республике Татарстан. В отчетном году банк «Аверс» сохранил высокие показатели эффективности банка. Надежность банка была подтверждена международным агентством Fitch на уровне BB со стабильным прогнозом и рейтинговым агентством АКРА на уровне АРУ со стабильным прогнозом. По итогам 2020 года банк «Аверс» вошел в ежегодный рейтинг самых надежных российских банков по версии журнала Forbes, заняв наивысшую позицию среди кредитных организаций Приволжского федерального округа. В республике продолжается масштабная акция по уборке мест захоронений научных деятелей. В этом году она посвящена объявленному в России Году науки и технологий. Сегодня на Арское кладбище Казани пришли члены правительства, депутаты и волонтеры. Среди них вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. Они привели в порядок могилу Александра Арбузова, известного химика и основателя Казанской химической школы фосфорорганики. Также сегодня почтили память знаменитого казанского врача и ученого, ректора Казанского университета Карла Фукса. Акция продлится до 2 мая. Только на кладбищах Казани приведут в порядок 47 захоронений выдающихся ученых. Это дань уважения тем людям, которые для нас с вами сделали очень многое, и результаты их труда до сих пор работают на благо республики, на благо Российской Федерации. Я думаю, что не случайно мне достался памятник Карла Фукса, потому что все-таки это личность, которая имеет огромное значение для истории города Казани. И в Казани очень много связанных с ним исторических мест. Татьяна Ларионова сегодня подвела итоги проекта «У войны не женское лицо». Он стартовал в феврале по инициативе объединения женщин-депутатов Госсовета «Мерхамет Милосердие». Парламентарии взяли шефство над участницами войны и труженицами тыла. На сегодня их в республике более 22 тысяч. Им ремонтировали квартиры, убирались в домах, зимой чистили снег во дворе, поздравляли с памятными датами и праздниками, приглашали артистов и устраивали концерты. Наш проект, он действительно стал проектом, который обратил внимание на женщин, заставил всех посмотреть на эти проблемы более внимательно, более серьезно, более основательно. Республика присоединилась к всероссийской акции «Диктант Победы». Сегодня на десятках площадок сотни татарстанцев отвечали на вопросы о Великой Отечественной войне. Кто такой Георгий Жуков и какой подвиг совершил Муса Джалиль, участники знают не только из учебников, но и по рассказам своих дедов и прадедов. Война коснулась каждой семьи. Насколько жива память у потомков, увидел Рамиль Шайдулин. Это мой прадедушка Головкин Яков Федорович. Прадед Полины Головкиной ушел на фронт в 36 лет. Мужественно прошел все испытания и вернулся живым. 7 февраля 1944 года мой дедушка совершил героический подвиг. Он под обстрелом противника ночью на ощупь установил 47 мин. О подвиге в семье Полины рассказывают каждому следующему поколению. Как и Ольга Спиридонова, о военных годах отца рассказывает уже своим внукам. Он все время мне показывал, вот когда я еще в школе училась, был такой учебник, и был такой мальчик на ящике, стоял на деревянном у станка, и он всегда говорил: вот это я. Я с большим удовольствием приветствую всех участников «Диктанта Победы». На площадке мультимедийного парка «Россия. Моя история» десятки людей отвечают на вопросы. Кто был главнокомандующим и какая битва перевернула ход войны? В каждом билете по 20 вопросов на все 45 минут.
Мне кажется, связано во многом еще и с тем, что в последнее время правда о Великой Отечественной войне стала искажаться. Слишком много сегодня стало желающих рассказать о ней по-своему. Кто-то эти факты знал давно, кто-то узнал о них, когда готовился к диктанту, кому-то о них рассказали их родственники, дети войны и их дети. И, конечно, эти воспоминания помогут точно справиться с заданиями, ведь то, что в войну видели сами люди, и есть настоящая правда. Александра Корсакова – живая свидетельница тех лет. Ей 91 год. На диктант победы пришла в Альметьевске. Верила всегда, что мы победим. И отец, когда уходил на фронт, сказал: да мы через 6 месяцев прикончим немца. Сегодня диктант победы писали по всей республике. Например, в Челнах более 1000 участников на 19 площадках. Мой прадедушка и моя прабабушка участвовали в Великой Отечественной войне. Прабабушка была работником тыла. Я считаю, что это просто, наверное, долг любого гражданина написать данный диктант и знать свою историю. Знать, чтобы помнить девиз диктанта победы. В этом году он проходит в 3-й раз. В республике его писали более 8000 человек. Рамиль Шайдулин, Алмаз Единов, Илюза Хамидуллина, Ирих Хабибуллин, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны, Альметьевск, Казань. А на этом пока все. Это были новости Татарстана. До встречи в следующих выпусках. Здравствуйте! Готовимся ко встрече 3-го месяца весны. А пока поговорим о погоде на завершающий день апреля. По данным сервиса Яндекс.Погода, в пятницу на юго-востоке в Бугульме, Павлах, Азнакаево осадки не ожидаются, потеплеет до 14 градусов. Станет теплее в Нижнекамске, Набережных Челнах и Елабуге. И здесь также без осадков и плюс 15. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше небо прояснится, осадки не прогнозируются. Ветер сменит направление на южный, и температура станет выше. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси все еще ветрено, но без осадков. Ночью 0, а днем воздух прогреется до 14 градусов. В Болгаре, Држаном, Буинске переменная облачность, осадки маловероятны. Вполне комфортная погода, 16 градусов выше нуля. В Альметьевске, в Чистополе, Мамадыше также без дождей. Ветер чуть тише, а температура чуть выше. Подарив нам на прощание теплый и погожий день, апрель передает эстафету маю, а он в свой первый день прольется дождями. Планируете ремонт или покупку техники? Срочно понадобились деньги. Кредит наличными на любые цели от Акбарсбанка, подача заявки онлайн и предварительное решение за 5 минут. Жить лучше – это искать возможности для большего. Это до 2 миллионов рублей под 6,9%. Акбарсбанк. Живите лучше. В пятницу в Казани будет малооблачно и без осадков. Ночью плюс 4, а днем потеплеет до 15 градусов выше нуля. Ветер южный, временами порывистый. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха понизится до 46%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.